Добрый день, уважаемые коллеги. Я рада снова видеть тех уже людей, с которыми мы встречались на прошлом круглом столе, да, когда мы говорили об актуальности проблем, когда были озвучены какие-то цифры. Да, и вот я просто как-то свяжу в памяти, да, что профессиональное образование, оно также у нас разделяется по ступеням: начальное, среднее, высшее, послевузовское. И на каждой из этих ступеней есть свои какие-то проблемы, да, которые имеют именно гендерный эффект. То есть сегодня мы не говорим, еще раз повторюсь, об актуальности, мы уже говорим о конкретных каких-то гендерных аспектах тех или иных проблем. Значит, на слайде вы сейчас видите численность учащихся образовательных организаций по видам профессионального образования. Да? И как раз таки из вот этой таблички становится видно, да, что, скажем, в организациях начального профессионального образования явно преобладают юноши. Да? И если мы идем к высшему образованию, то количество женщин и мужчин примерно уже более-менее сравнивать, но там все зависит от того, какая специальность или какое направление, да, было избрано тем или иным студентам, об этом я дальше скажу. Но вот самая, конечно, такая аховая ситуация, самый большой гендерный дисбаланс, конечно, это в учреждениях начального профессионального образования. Мне показалось, что это предположение на самом деле, он не подтвержденное исследование. Нет, почему? Сама причина, конечно, это предположение, а цифра, это, естественно, цифра подтвержденная. Нет, скорее всего, я очень удивилась статковидом, статистика, Ну, это как вот мы девочек и мальчиков смотрим, да, исследования, почему выбывают из школы. Мы ведь тоже предполагаем, что если девочка, то, скорее всего, да, это вот такая-то причина. Мальчик, мне это, скорее кажется, всего... надо опасаться таких предположений, потому что это стереотипизирует, да? Наоборот, бывают такие случаи, что предпочтение дают, чтобы обучали девочек, чтобы они закончили вуз, хоть это самое, да? Потому что, например, у меня можно... Чтобы удачно вышли замуж, и бывает, да, такие случаи, что кейсы есть такие. Потому что у меня, например, предположение, что качество образования таково, что лучше там не сидеть вообще, не учиться, честно говоря. Более парадоксально. Хорошо, посмотрим еще раз. Спасибо большое. Значит, что касается учреждений начального профессионального образования, здесь мы еще раз уже сегодня неоднократно говорили о том, что это достаточно низкая привлекательность, да, по сравнению, скажем, с учреждениями высшего профессионального образования. И поскольку больше мальчиков учатся, да, вот в этих профлицеях, да, в училищах, естественно, больше тратится государством деньги на профессиональную подготовку мужчин, да, и хотя, кстати, вот люди с вот таким профессиональным образованием, полученных, скажем, в профлицеях, в профессионально-технических училищах, да, они... Затем находит свое место на рынке труда, в том числе, да, в миграции. Значит, рекомендации. Мы в нашей группе предполагаем, что, возможно, помогла бы популяризация, да, рабочих специальностей среди девушек, среди специальной информационной кампании. На самом деле уже такая деятельность в республике началась вестись, да, и уже есть успешный опыт, да, когда проходит именно популяризация рабочих специальностей для девушек. Причем это не только, что мы пришли и рассказали: девочки, давайте к нам поступайте, да, но это и с помощью информационных каких-то материалов, и с помощью буклетов, с помощью каких-то аудиовизуальных образов, да, просто был такой опыт, я когда работала с организацией, да, совместно, да, с агентством профтехобразования, даже вот элементарно, скажем, если мы возьмем те материалы, которые раньше использовались, да, для привлечения абитуриентов, это, как правило, изображение мальчика, это, как правило, тексты: ты решил поступать там, к нам то-то, 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 то-то. То есть мы сразу изначально проводим такую стереотипизацию, что профлицей — это место для уже как бы на уровне самого учреждения, да, и затем она перетекает плавно в сегрегацию на рынке труда, да. Значит, женщины — это 95,8% в технологии товара широкого потребления, в здравоохранении, в образовании, цифра пропущена, в культуре, искусстве, в сервисе, да, но в то же время архитектура, строительство, маленькое количество женщин, да, и в добыче полезных ископаемых. И вот здесь вот вы видите, значит, распределение студентов высшего профессионального образования тоже по направлениям обучения.
То есть вот женщины и мужчины, которые более светлая полосочка, это мужчины, и более темная женщины, да, то есть посмотрите, вот в образовании, да, последняя строка, сколько мужчин, да, учатся и сколько учатся женщин, да, то есть вот наглядно видно. И вот возьмите верхний, например, архитектура, строительство, да, то есть здесь цифры кардинально, как бы ситуация кардинально разная, да. И затем, естественно, эта сегрегация отражается и уже на рынке труда. То есть мужчины составляют более 90% работников горнодобывающей отрасли, строительства, транспорта, связи, производства, распределения электроэнергии, газа, воды. Женщины – это подавляющее большинство работников образования, здравоохранения и предоставления социальных услуг. Мне По поводу кажется, здравоохранения. вот эта сегрегация, это слово. Да, слово очень неудачно. Да, мне кажется, что значит гендерная сегрегация? Разделение гендерное. Да? В таком контексте? Конечно, да. А, то есть негативного контекста? Нет, конечно. Просто Фактически отмечаем, что есть Но на самом деле нет, само это слово не ругательное и не негативное. Что самое интересное получается, да, вот мы в прошлый раз тоже, помните, говорили, ведь есть мужчины в образовании? Да, конечно, есть, никто не спорит. Но женщины чаще учителя, а мужчины директор. Да? Или возьмите медсестры, ну никто, наверное, не будет спорить, что, наверное, 95%, да, среднего медицинского персонала, если не 99%, это женщины, да. Возьмем уровень главных врачей, например, да, естественно, здесь уже мужчин мы чаще видим, да, то есть имеет место не только горизонтальная, но и вертикальная сегрегация, да, на этом рынке. Я, кстати говоря, вот делала анализ, да, там я вот свой проект, ну, про прошлого проекта, как это ЕЛКАС. И там вот, например, есть этот, ну, вот 70% вот предыдущий слайд откройте, да? Ну, как бы я практически то же самое сделала, те же таблицы, все то же самое. Вот. И нет, вот дальше, где у вас этот, да, вот, где там? Да, вот мужчины, где в горнодобывающей отрасли, я посмотрела их зарплаты, хотя у нас как бы, ну, зарплаты официально, они одинаковые, что для женщин, и для мужчин. Но там на 25% зарплаты мужчин выше. Я сделала предположение, что это связано с тем, что они работают, да, с вертикальным. Да, это совершенно Конечно, это любое. Но опять наша рекомендация проводить гендерно направленную профориентационную работу, опять же, для того, чтобы преодолевать гендерные стереотипы, да, ну и в том числе использовать гендерно корректный язык информационных материалов, да, которые привлекают абитуриентов. И последнее, что касается лиц с ограниченными возможностями здоровья, то вот как бы анализ показал, да, и нам министерство дало такие данные, что вот эта система квотирования, которая существует, да, она тоже дает определенные какие-то свои плоды. И вот количество абитуриентов, да, оно вот в 2012-2013 году было 43 абитуриента в ОВЗ, да, по квотам вот этим прошли, там 60, 54, вот последний год 59 абитуриентов. Это какие, частные вузы или государственные? Нет, это все, вот министерство дало по всем вузам. А есть там это разделение, частные или В государственные? цифрах нет, к сожалению, Потому что, нам дали просто полные. потому что частные они же изначально, ну, как это уже стремились приходят, да. А вот государственные, мне Нет, кажется, они нам дали общие цифры. мне кажется, надо попросить без разделения. статистику, Статистику, чтобы была. чтобы разделенная, да, по этим форме собственности. Но на самом деле государственные вузы берут, они, у них нет, они раньше брали, сейчас берут даже, может, больше, чем сейчас. Более того, я скажу, я сама работаю в Кыргызско-Российском славянском университете, у нас сейчас разработали новое положение, вот о порядке, по-моему, чего-то проведения госэкзаменов, название точно не помню. И там прям отдельно прописано, каким образом для ОВЗ обеспечивается вот, процесс, да. То есть на самом деле это очень прогрессивный шаг, я считаю. Ну, вплоть до того, что там первый этаж обязательно, да, должен быть, там еще какие-то условия описаны. Я думаю, что медленными шажочками, но мы сможем все-таки, да, прийти к В высшем образовании это быстрее. Все, спасибо. Спасибо, коллеги.